Новый случай нападения пса на ребенка. На этот раз в ухтинском поселке Водный. Собака покусала 7-летнего мальчика, который играл во дворе собственного дома. Причем это знакомый всей округе дворовый пес, у которого, со слов местных, даже есть хозяйка. Что заставило его броситься на ребенка, выясняла Виктория Науменко. Рваные раны лица, прокушенная рука. Вот что осталось у 7-летнего ухтинца после прогулки во дворе собственного дома. Все произошло около 5 часов вечера. В это время сын Жанны Харченко Богдан играл с ребятами на детской площадке. Рядом был давно знакомый пес. Ее приучили, подкармливают. То есть, она хозяйка этой площадки. Все эту собаку знают, весь поселок знает эту собаку. Эта собака ведь не раз уже кусала, просто все молчали. Вышли на эту собаку, потому что сильные были укусы. Пришлось уезжать в больницу. В Ухтинской детской больнице ребенку пришлось наложить швы. Сейчас Богдан дома почти не говорит. Ему предстоят регулярные перевязки и длительное лечение, в том числе работа с психологом, а также курс уколов от бешенства до самого января. Вызвана скорая была, госпитализировали, раны зашили, обработали. Вот до сих пор мы ездим на перевязки. На щеке рана очень сильно стала гноиться, вчера вот открылась. Ребенок только-только начал выходить на контакт. Он же вообще все это время молчал, он ничего не говорил. Он просто молчал, мычал. В соцсетях водницы разделились на два лагеря. Одни подтверждают слова мамы покусанного ребенка, другие уверяют, этот пес не стал бы трогать детей, если бы те сами его не спровоцировали. Ласковый, во-первых, никогда не трогает никого. Вот сколько я здесь живу, вот он с другими собаками там гуляет. Но с детьми он вообще, они его гладят, все, а потом садятся на него. Ну вот это, конечно, уже не делаешь. Собака есть собака, что у нее на уме. Сильно против, чтобы вот такие собаки вот так спокойно разгуливали. Я не думаю, что ребенок такой маленький, сколько там ребенку лет-то, мог спровоцировать. Как утверждает Жанна Харченко, в случае с ее сыном провокаций не было. Ребенок перед этим катался на качели, упал. Возможно, случайное падение спровоцировало пса на ответную реакцию. Мама пострадавшего мальчика по факту нападения написала заявление в полицию. По примеру соседки, чью внучку также накануне покусала за ноги собака. Девочка тоже проходит курс уколов от бешенства. Причем в этом случае пес был при хозяйке. С утра без 28 внучка. И укусила собака. Идет хозяйка навстречу и не останавливает собаку. Как это так понять? Еще собака потом побежала, я внучку спасать, и собака кидается на меня. Хозяйка мимо проходит, говорит, убивайте. Домой ходили хозяйки разбираться. Ну что, хозяйка не в трезвом состоянии. Дома еще 3 собак держит. Светлана Виссарова написала заявление в полицию на хозяйку пса и к ответственности будет привлекать конкретного человека. А вот мама Богдана сейчас пытается доказать, что напавший на ее сына пес тоже не беспризорный. Водницы смутно помнят, как собака появилась в поселке, но утверждают, что в последнее время она жила у женщины. Люди даже нашли в соцсетях ее страницу с фотографиями пса и подписью «Наш Рыжик». Он жил где-то на пожарке там у кого-то, на пожарной полосе у нас там гаражи. Вот, он там жил. Но потом, видно, что-то у него так получилось, что он что-то в поселок стал приходить. Слушай, по-моему, в ошейнике он был, с ошейником был, если не ошибаюсь. Пока Жанна Харченко написала заявление в адрес городской администрации, как и другие пострадавшие от нападений бездомных псов. Содействовать семье готова прокуратура. В первую очередь, если гражданин попал в такую ситуацию, на него напала безнадзорная собака, укусила, то помимо обращения в медицинские организации за медицинской помощью, после этого, когда она оказана уже и гражданин уже может самостоятельно, может быть, обратиться в прокуратуру города или прийти за консультацией сюда очно к дежурному прокурору. В городской администрации причиной очередного ЧП считают недовлетворительную работу организации по отлову безнадзорных псов. Подрядная организация нас не устраивает, как она работает. Ни одной письменной информации в адрес УЖКХ не поступило об исполнении наших заявок, в которых отправлено порядка 199 заявок в адрес Доброго города. Письменной информации не поступало, поэтому направлены у нас сейчас претензионные письма в адрес Доброго города. Но, как утверждают в Добром городе, пса, покусавшего Богдана, отловили. Сейчас он находится в приюте. Под определение бездомного он вполне подходит, ведь его предполагаемая хозяйка никак не препятствовала отлову. Он подходит, он ищет ласки, он плачет. Можете, в группе видео много было выложено. Плачет, подает лапу. Соседи утверждают, на человека
на женщину и говорят, что это ее хозяйка. Женщина говорит, что эта собака не ее. Она говорит, что несколько лет назад, порядка 7 лет назад, щенка привезли в поселок из дачного массива. И с тех пор якобы щенок там находится, что она его, как и все остальные, просто подкармливает. За травму, полученные 7-летним Богданом, пока будет отвечать администрация. По законодательству, после чипирования и стерилизации Рыжика должны вернуть на место отлова через 2 недели, как беспризорного, если мама пострадавшего мальчика не докажет обратного. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.